Все началось с тишины, но не с той благостной, умиротворяющей тишины, которую я так ценила в своей маленькой двухкомнатной квартире на окраине Воронежа. Это была другая тишина, звенящая, вязкая, хищная. Она закралась в мой дом вечером вторника, 23 мая, и с каждой минутой становилась все плотнее, вытесняя привычные звуки и, казалось, сам воздух. Мне было 65 лет, из которых 40 я отдала школе, преподавая русский язык и литературу. Теперь на пенсии моя жизнь текла размеренно и предсказуемо, подчиняясь ритуалам, отточенным годами. Утренняя зарядка под негромкую музыку по радио «Маяк», неспешный завтрак с овсяной кашей и книгой, прогулка по старому парку у дома, где я знала каждое дерево. Но центром моей вселенной, моим солнцем, был единственный сын Алёша, Алексей. Мой Алёша. 22 года. Высокий, светловолосый, с моими глазами, серьезными, серо-голубыми. Студент-отличник строительного факультета в ГТУ, Воронежского государственного технического университета. Моя гордость, моя вечная тревога, моя безграничная любовь. В этом году он заканчивал университет, и его, как одного из лучших на курсе, взяли на преддипломную практику в «Монолит-строй», крупнейшую строительную компанию региона, которая возводила новую транспортную развязку, проект «Миллиардник», о котором трубили все местные новости. В то утро вторника все было как обычно. Я проснулась от запаха кофе, который Алёша сварил перед уходом. Он уже стоял в коридоре, зашнуровывая массивные рабочие ботинки. «Мам, я побежал». Его голос, уже совсем мужской, с легкой хрипотцой, был для меня самой прекрасной музыкой. «Вечером буду поздно. Не жди. Сначала на пары, потом на объект. Там какой-то завал. Просили помочь. Алёшенька, ты хоть поешь нормально?» Я вышла к нему, инстинктивно поправляя воротник его клетчатой рубашки. «Возьми контейнер. Я тебе плов положила». «Спасибо, мам, обязательно». Он улыбнулся, быстро поцеловал меня в щеку и скрылся за дверью. Я еще долго стояла, прислушиваясь к его удаляющимся шагам по лестнице. Этот звук был частью моего утреннего ритуала, частью моего спокойствия. День прошел как обычно. Я сходила в магазин, приготовила ужин, который, как я думала, Алёша съест уже ночью, холодным, посмотрела выпуск новостей. В 10 вечера я ему позвонила. Телефон был выключен. Странно. Алёша всегда был на связи. Наверное, сел аккумулятор, а на объекте зарядить негде. Успокоила я себя, но первое семя тревоги уже упало в душу. В 11 я набрала снова. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Тревога, до этого дремавшая где-то на периферии сознания, лениво потянулась и подняла голову. В полночь тишина в квартире стала почти осязаемой. Не было слышно, как он тихонько вставляет ключ в замок, как шуршит его куртка в прихожей, как скрипит дверца холодильника. Я сидела на кухне, обхватив руками остывшую чашку чая. Мой взгляд был прикован к настенным часам с кукушкой, которые Алёша подарил мне на юбилей. Деревянная птичка исправно выскакивала каждый час. Ее крик казался оглушительным, издевательским в этом вакууме безмолвия. Я начала обзванивать его друзей. Сердце колотилось о ребра, как птица в клетке. Никто ничего не знал. Последний раз его видели днем, в университете.
Он говорил, что едет на практику. Я позвонила в «Монолит Строй» на номер прораба, который был записан у сына на листке у телефона. Сонный, раздраженный мужской голос ответил, что смена давно закончилась, и никакого Волкова он после 8 вечера не видел. 1 ночи, 2, 3. Я мерила шагами квартиру от окна в комнате до окна на кухне. За стеклом спал город, равнодушный, погруженный в свои сны. А мой мир рушился. Каждая проезжающая машина заставляла сердце подпрыгивать в безумной надежде, но свет фар лишь на мгновение выхватывал из темноты пустой двор и снова гас, оставляя меня с моей болью. К утру, когда серое рассветное небо окрасило стены в унылый цвет, тишина окончательно победила. Она заполнила собой все. Я сидела на диване, прямая, как струна, с совершенно седым лицом и смотрела на фотографию в рамке. С нее улыбался мой мальчик, мой Алёша, на фоне строящегося моста, где он проходил свою роковую практику. И в моих серо-голубых глазах, таких похожих на его, застыл один единственный беззвучный вопрос. «Где ты?» Повторяя. Равнодушие. В 8 утра, не сомкнув глаз ни на минуту, я уже стояла перед массивной дверью районного отдела полиции. Ноги были ватными, в голове стучал тяжелый молот, но я шла, ведомая инстинктом, который был сильнее страха и усталости. Внутри пахло казенщиной, смесью старых бумаг, дешевого табака и какой-то несвежей еды. Дежурный за затертым до блеска барьером лениво оторвался от кроссворда и смерил меня усталым взглядом. «Что у вас?» «У меня сын пропал». Голос сорвался, прозвучал жалко и тонко. Я прокашлялась, стараясь говорить тверже. «Сын. Волков Алексей Дмитриевич, 22 года. Вчера ушел утром и не вернулся. Телефон не отвечает». Дежурный вздохнул так, будто я пришла отнять у него самое ценное. Фамилия, имя, отчество, адрес. Он вытащил бланк, всем своим видом демонстрируя, как ему в тягость эта процедура. Я продиктовала все данные, рассказала, где Алёша учится, где проходит практику, во что был одет. Каждое слово давалось с трудом, будто я вытаскивала его из себя вместе с остатками сил. «Так», — дежурный отложил ручку. «Мамаша, вы не паникуйте. 3 суток еще не прошло. По закону, поисковые мероприятия начинаются только по истечении этого срока. Парень молодой, 22 года. Может, с девушкой познакомился, может, с друзьями загулял. Вернется ваш сын. Куда он денется?» Эти слова, сказанные будничным, безразличным тоном, ударили меня сильнее, чем если бы мне в лицо плеснули ледяной водой. «Он не мог загулять!» — выкрикнула я, и несколько человек в унылом коридоре обернулись на мой голос. Унижение и отчаяние захлестнули меня. «Вы не понимаете, он не такой. Он очень ответственный, он бы позвонил. С ним что-то случилось». «Женщина, успокойтесь», — поморщился полицейский. «Мы все приняли. Ждите. Если через 3 суток не появится, тогда и будем искать. Следующий». Меня будто выставили за дверь. Я вышла на улицу, оглушенная. Система, которая должна была защищать, просто отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. 3 суток. 3 дня. 72 часа. Для меня это была невыносимая, убийственная вечность. Я поняла, что ждать нельзя, что спасение моего сына только в моих руках.
Вернувшись домой, я действовала как автомат. Нашла в компьютере Алёши самую удачную, самую светлую его фотографию, где он широко улыбался. В ближайшей типографии, потратив почти половину пенсии, я заказала 500 листовок. Пропал человек. Волков Алексей Дмитриевич, 22 года. Крупные черные буквы били по глазам. Весь остаток дня я, не чувствуя гудящих ног, ходила по городу и расклеивала эти листовки. На остановках, на столбах, на досках объявлений у подъездов. Я вглядывалась в лица прохожих, и в каждом молодом парне похожего роста мне на мгновение мерещился Алёша. Сердце замирало, а потом боль возвращалась с новой силой. Люди проходили мимо, бросая косые, сочувствующие или просто любопытные взгляды на мое горе, выставленное на всеобщее обозрение. Вечером я села за телефон и начала методично обзванивать больницы. Приемный покой. Здравствуйте. Скажите, к вам за последние сутки не поступал молодой человек? Волков Алексей. Десятки раз я слышала в ответ сухое «нет». Каждый отказ был одновременно и облегчением, и новым витком отчаяния. Нет в больнице, значит, не ранен. Но тогда где? Последним в моем списке был морг. Рука с телефоном дрожала так, что я едва смогла набрать номер. Зажав рот ладонью, чтобы не закричать, я задала свой страшный вопрос. «Неизвестных, подходящих под ваше описание, не поступало», — ответил равнодушный женский голос. Я повесила трубку и сползла по стене на пол. Сил больше не было. Только звенящая, всепоглощающая пустота. И тишина, которая теперь казалась не просто отсутствием звука, а живым, злорадным существом, поселившимся в моей квартире. В квартире, где все напоминало о сыне, его кружка на столе, его книга, раскрытая на середине, его запах, еще витавший в воздухе прихожей. Я поняла, что одна не справлюсь. Мне нужна была помощь, но я еще не знала, откуда та придет. Глава 3. Надежда прошла неделя. 7 дней или 168 часов или 10 080 минут. Я научилась измерять время в единицах боли. Официальное заявление в полиции давно приняли, завели дело, но для меня ничего не изменилось. Участковый, молодой лейтенант с уставшими глазами, заходил один раз, задал те же вопросы, что и дежурный, и больше не появлялся. Дело моего сына легло очередной серой папкой на полку в высоком железном шкафу, и жизнь системы потекла дальше, не заметив моей трагедии. Листовки с улыбающимся лицом Алёши, которые я с такой надеждой расклеивала, постепенно исчезали. Их срывали дворники, заклеивали другими объявлениями, смывали инцессантные майские дожди. Надежда, еще недавно горевшая в моей душе яростным пламенем, превращалась в тусклый, чадящий уголек. Однажды вечером, возвращаясь домой после очередного бесцельного круга по городу, я остановилась у фонарного столба. Моя собственная, уже размокшая листовка висела рядом с яркой оранжевой наклейкой. Пропал человек? Помочь может каждый. И ниже название, которое я где-то уже слышала, но не придавала значения. Лиза Алерт. И номер телефона. Я смотрела на эту наклейку несколько минут, не решаясь. Что могут сделать какие-то добровольцы, если бессильна полиция? Но потом я вспомнила холодное равнодушие в казенных кабинетах и поняла, что терять мне нечего. Дрожащими пальцами я набрала номер.
Мне ответил спокойный, уверенный женский голос. Не было ни раздражения, ни усталости, ни формальных фраз. Были четкие, профессиональные вопросы и, самое главное, неподдельное участие. «Да, мы знаем вашу ситуацию», — сказала девушка на том конце провода, когда я, сбиваясь, рассказала свою историю. «Мы видим ориентировки в сети. Приезжайте к нам в штаб. Мы работаем прямо сейчас. Проспект Революции, дом 33, вход со двора, бывший дом быта». Полчаса спустя я уже стояла на пороге большого полуподвального помещения. То, что я увидела внутри, поразило меня. Десятки людей, в основном молодежь, но были и люди моего возраста, двигались быстро и слаженно, как единый организм. Кто-то сидел за ноутбуками, обзванивая больницы уже по своим всероссийским базам. Кто-то печатал на огромном принтере свежие цветные ориентировки. На стенах висели огромные карты Воронежа и области, испещренные пометками. Пахло крепким кофе, типографской краской и кипучей энергией. Здесь не было тишины. Здесь была жизнь. Здесь была борьба. Ко мне подошла невысокая женщина лет 35 с короткой стрижкой и очень внимательными пронзительными глазами. На ее ярко-оранжевой жилетке было написано «Координатор». «Здравствуйте, Любовь Николаевна. Я Ольга», — представилась она, крепко по-мужски пожав мне руку. «Присядьте, рассказывайте все с самого начала. Каждая мелочь может быть важна». И я рассказывала. Впервые за эту страшную неделю меня слушали, не перебивали, не отмахивались. Ольга задавала вопросы, которые не пришли в голову ни одному следователю. О привычках Алёши, о его маршрутах, о паролях в его соцсетях, о том, не было ли у него конфликтов, долгов, несчастной любви. Она раскладывала мою историю на мельчайшие детали, пытаясь найти ту единственную ниточку, за которую можно уцепиться. Пока мы говорили, работа вокруг не прекращалась ни на секунду. Инфорг-группы уже создавал посты для соцсетей, которые разлетятся по тысячам пабликов. Картографы наносили на карту треки для поисковых групп. Связисты проверяли оборудование. «Мы объявляем срочный выезд», — сказала Ольга, закончив разговор. «Сегодня ночью будем прочесывать лесопарковую зону возле стройки. Есть информация, что там в последний раз фиксировался сигнал его телефона. Вы поедете с нами?» «Поеду», — без колебаний ответила я. Впервые за 168 часов отчаяния я почувствовала, что я не одна. Рядом со мной были люди, которым не все равно. Мой уголек надежды, залитый слезами и безразличием, снова вспыхнул. Слабо, неуверенно, но он горел. Глава 4. Журналист. Ночной лес был черным и холодным. Десятки ярких лучей от мощных фонарей прорезали темноту, выхватывая из мрака стволы деревьев, кусты, овраги. Волков. «Алёша, откликнись!» — неслось со всех сторон. Люди в оранжевых жилетах шли цепью, методично прочесывая квадрат за квадратом. Я шла вместе с ними, вглядываясь в каждый темный угол, вслушиваясь в каждый шорох. Мой тихий, срывающийся голос тонул в сотни других, но я упрямо повторяла имя сына, вкладывая в него всю свою боль и любовь. Поиски той ночью ничего не дали, но они не остановились. Каждый день волонтеры Лизы Алерт продолжали работу. Они опрашивали студентов ВГТУ, рабочих с монолит-строя, просматривали записи с камер видеонаблюдения со всего города.
История Алексея Волкова, благодаря репостам в социальных сетях, превратилась из моего частного горя в общегородскую беду. Тысячи людей следили за ходом поисков, предлагали помощь, выражали сочувствие. Этот информационный шквал и привлек внимание Игоря Семенова. Игорь был независимым журналистом-расследователем, человеком с репутацией бульдога, который не отпускал тему, пока не докапывался до сути. Его хлебом были коррупционные скандалы, незаконные свалки, преступное бездействие чиновников. И название «Монолитстрой» было ему хорошо знакомо. Уже несколько месяцев он собирал материал об этой компании, о ее странных победах в государственных тендерах, о слухах про связи ее руководства с криминальным миром. И внезапное исчезновение студента-практиканта с их объекта показалось ему слишком подозрительным совпадением. Он приехал на очередной сбор волонтеров в штаб, представившись просто неравнодушным горожанином. Он стоял в стороне, наблюдая за слаженной работой, за лицами уставшими, но полными решимости. И он увидел меня. Я сидела за столом и обзванивала какие-то списки. Мое лицо было серым от горя, но в фигуре, в том, как я держала спину, была несгибаемая воля. Во мне не было истерики, не было жалости к себе. Была только тихая, сосредоточенная сила. После брифинга, когда Ольга отчитывалась о проделанной за день работе, Игорь подошел ко мне. «Любовь Николаевна, добрый вечер. Меня зовут Игорь Семенов, я журналист», — представился он, показывая удостоверение. «Я сочувствую вашему горю, и, возможно, я смогу чем-то помочь». Я посмотрела на него с недоверием. За последнюю неделю ко мне подходило много разных людей, в том числе и репортеры с местных телеканалов, жаждущие сенсации. «Мне не нужна шумиха», — глухо ответила я. «Мне нужен сын». «Я понимаю», — кивнул Игорь. «И я здесь не за сенсацией. Дело в том, что я давно занимаюсь компанией «Монолитстрой», и у меня есть основания полагать, что исчезновение вашего сына — не случайность. Скажите, Алексей ничего вам не рассказывал о своей практике? О каких-то странностях, нарушениях?» Я замерла. Я вспомнила, как за несколько дней до исчезновения Алёша пришел домой задумчивый и злой. Он что-то говорил про двойные сметы, про левые материалы, которые привозили на стройку по ночам. Тогда я не придала этому значения, списав все на юношеский максимализм и неопытность. А теперь эти слова всплыли в моей памяти, обретая новый, зловещий смысл. Он говорил, тихо начала я, говорил, что там не все чисто, что обманывают с материалами. Он очень честный, он не мог молчать. Глаза Игоря блеснули. Он понял, что напал на верный след. «Любовь Николаевна, нам нужно поговорить. Подробно». «Не здесь», — сказал он. «Я могу к вам завтра приехать». Я смотрела на этого человека с цепким умным взглядом и впервые за долгое время почувствовала, что поиск моего сына может сдвинуться с мертвой точки. Это была уже не просто надежда на чудо. Это была надежда на справедливость. «Приезжайте», — твердо сказала я. «Я буду вас ждать». Глава 5. Разговор «Моя квартира» встретила Игоря Семенова той самой звенящей тишиной, о которой он мог только догадываться. Здесь все было пропитано ожиданием и памятью. Идеальная чистота, стопки книг на полках, герань на подоконнике, и на всем этом лежал тонкий, невидимый слой пыли горя.
На самом видном месте, на серванте, стояла фотография Алёши в рамке. Та самая, с листовки. Мы сидели на моей маленькой кухне, той самой, где я провела первую, самую страшную ночь в ожидании сына. На столе стояли чашки с чаем и блюдце с простым печеньем. «Рассказывайте», — попросил Игорь, достав блокнот и ручку. Он не стал включать диктофон, чувствуя, что это спугнет хрупкое доверие, которое только начало зарождаться между нами. Я говорила долго, сбивчиво, перескакивая с одного воспоминания на другое. Я рассказывала про детство Алёши, про его увлечения, про его характер, прямой, бескомпромиссный, обостренно справедливый. «Он с детства не терпел лжи», — говорила я, и в моем голосе звучала и гордость, и горечь. Если видел, что кого-то обижают, всегда заступался. Такой вот правдоруб. Постепенно, подталкиваемая мягкими вопросами Игоря, я начала вспоминать детали последних недель. Алёша действительно был сам не свой. Он, обычно открытый и разговорчивый, стал замкнутым, часто сидел над какими-то чертежами и документами, которые приносил с практики. Я помню, он бормотал что-то про двойные сметы. Я прикрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти обрывки фраз. Говорил: «Мам, ты представляешь, по документам у них идет цемент марки 500, а на деле привозят 300-й, самый дешевый. И так во всем. Арматура тоньше, щебень не той фракции. Они же не развязку строят, а карточный домик. Он же развалится через 10 лет». Он кому-нибудь об этом рассказывал? Своему куратору, прорабу? Напряженно спросил Игорь, быстро строча в блокноте. Каждое мое слово было для него на вес золота. Да, он пытался. Подошел к своему куратору от института, тот только рукой махнул, мол, не лезь не в свое дело, практику спокойно закончи и диплом получи. А потом он пошел к главному инженеру на объекте, фамилия его еще такая — Круглов. Да, точно, Круглов. Я вспомнила, как Алёша вернулся в тот вечер, злой, с горящими глазами. «Этот Круглов смеялся мне в лицо», — пересказывала я слова сына. «Сказал, что я еще слишком зеленый, чтобы что-то понимать в большом строительстве. Сказал, чтобы я занимался своими курсовыми и не совал нос, куда не просят. А потом добавил, что у таких умников, как я, иногда бывают проблемы со здоровьем». Ручка в руке Игоря замерла. Это была уже не просто догадка. Это была прямая, неприкрытая угроза. «Он испугался?» — тихо спросил Игорь. «Нет», — я покачала головой. Он разозлился еще больше. Сказал, что так это не оставит. Сказал, что соберет все доказательства и пойдет в прокуратуру. Он копировал какие-то документы на флешку. В тот вечер, когда он пропал, он сказал, что у него есть почти все, что нужно. Игорь поднял на меня глаза. Теперь картина складывалась. Мой мальчик-идеалист, столкнувшийся с прогнившей коррупционной машиной. Он не понял, с какой силой имеет дело. Он думал, что борется за правду, а на самом деле подписал себе приговор. «Любовь Николаевна, эта флешка, вы знаете, где она?» Я отрицательно покачала головой. Я перерыла всю его комнату. Каждый ящик, каждую книгу. Ее нигде нет. Наверное, она была с ним в тот день. Игорь закрыл блокнот. У него было достаточно. Теперь ему предстояла самая опасная часть работы — копнуть под монолит-строй так глубоко, чтобы вытащить всю их грязную подноготную на свет. И я понимала, что люди, способные заставить исчезнуть человека, не остановятся
и перед журналистом. «Спасибо», — сказал он, вставая. «То, что вы рассказали, это очень важно. Я не могу вам ничего обещать, но я сделаю все, что в моих силах. И будьте осторожны. Никому не рассказывайте о нашем разговоре». Я молча кивнула. Когда за Игорем закрылась дверь, я не почувствовала облегчения. Вместо этого пришел леденящий страх. Теперь я не просто не знала, где мой сын. Я начала понимать, почему он исчез. И эта правда была страшнее неизвестности. Глава 6. Осиное гнездо. Игорь Семенов погрузился в расследование с головой. Название «Монолит-строй» и фамилия Круглов стали для него ключами к осиному гнезду, которое оказалось гораздо больше и опаснее, чем он предполагал. Он звонил мне, изредка рассказывая о своих находках, и от его слов у меня стыла в жилах кровь. Из обрывков информации, из намеков и недомолвок, которые он собирал по крупицам, начала вырисовываться уродливая картина. «Монолит-строй» был не просто строительной компанией. Это была империя, фасад, за которым скрывалась мощная преступная группировка. Схема, которую раскопал мой Алёша, была вершиной айсберга. Компания получала государственные подряды на миллиарды рублей. Затем через фирмы-однодневки поставлялись дешевые и некачественные материалы, а разница в стоимости выводилась в офшоры. Это было хищение в особо крупных размерах, поставленное на поток. Любой, кто пытался встать у них на пути, будь то конкурент по бизнесу, честный чиновник или мой дотошный мальчик-практикант, исчезал. Бесследно. Игорь ночевал в своей крохотной редакции. Он рассказывал, что ему угрожали, прокалывали шины. Я умоляла его быть осторожным, но видела ту же несгибаемую решимость, что была у моего сына. Собрав все материалы, он написал статью. Длинную, подробную, убийственную. Он назвал ее «Карточный домик на воровском фундаменте». Ни одно крупное издание не рискнуло ее напечатать. Тогда он опубликовал ее в своем небольшом, но популярном в узких кругах интернет-блоге. Эффект был подобен разорвавшейся бомбе. В течение суток статью прочитали десятки тысяч человек. Поднялся такой общественный резонанс, что отмахнуться от него власти уже не могли. К делу подключился Следственный комитет. В офисе «Монолит-строя» прошли обыски. Для меня это была первая победа за долгие месяцы. Благодаря Игорю дело об исчезновении Алексея было переквалифицировано. Теперь оно официально расследовалось по статье «Похищение человека». Участкового лейтенанта сменил серьезный следователь из областного управления. Мне казалось, лед тронулся, но система, даже получив мощный толчок, двигалась медленно и неохотно. Корчагин и Круглов, разумеется, вышли сухими из воды. Расследование похищения завязло в бюрократической трясине. Свидетели замолкали. Улики пропадали. Шли месяцы, которые складывались в годы. Информационная шумиха утихла. У города появились новые герои и новые трагедии. Имя Алексея Волкова постепенно забылось всеми, кроме двух человек. Меня, его матери, которая продолжала ждать, и журналиста, который не мог себе простить, что так и не довел дело до конца. Глава 7. Долгое ожидание. Прошел год. Потом 2, потом 5. Время, которое вначале тянулось невыносимо медленно, превратилось в мутный серый поток, уносящий с собой остатки надежды. Общественный резонанс, вызванный статьей Игоря, давно угас. Дело о похищении Алексея Волкова было приостановлено в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.
Оно лежало мертвым грузом в архиве, и я знала, что никто и никогда его оттуда уже не достанет. Моя жизнь превратилась в ритуал ожидания. Каждое утро я просыпалась с одной и той же мыслью. А вдруг сегодня? Каждый вечер засыпала с тем же свинцовым разочарованием в душе. Я перестала смотреть телевизор и читать новости, потому что мир, в котором люди радовались, строили планы и жили обычной жизнью, казался мне фальшивым и чужим. Мой мир застыл в том страшном мае, много лет назад. Единственным местом, где я чувствовала себя понятой, был штаб Лизы Алерт. Волонтерское братство стало моей семьей. Здесь никто не говорил мне банальных слов утешения вроде «надо жить дальше». Здесь все понимали без слов. Я приходила сюда почти каждый день, как на работу. Помогая другим, я на какое-то время приглушала собственную боль. Я видела горе других матерей, и это давало мне силы не сломаться окончательно. Я стала для молодых волонтеров кем-то вроде талисмана, тихой и мудрой тетей Любой, которая всегда была рядом. Игорь Семенов тоже не исчез из моей жизни. Он звонил мне раз в месяц, заезжал, привозил продукты. Он так и не смог простить себе, что не довел дело до конца. Его расследование стоило ему многого. Наши редкие встречи с ним были молчаливыми. Мы сидели на той же кухне, пили чай и понимали друг друга без слов. Оба несли на себе груз этой истории. Шли годы. Я постарела, ссутулилась, мои волосы стали совсем белыми. Я научилась жить со своей болью. Я больше не плакала. Слезы высохли, оставив после себя только выжженную пустыню в душе. Я все так же ждала, но это было уже другое ожидание. Спокойное, смиренное, безнадежное. Я разговаривала с фотографией Алёши, рассказывала ему, как прошел день. Я поддерживала в его комнате идеальный порядок, каждую неделю меняла постельное белье, будто он вот-вот вернется. Этот ритуал помогал мне не сойти с ума. Я продала дачу, которую мы покупали вместе с мужем, чтобы у Алёши был свой уголок на природе. Потратила почти все деньги на экстрасенсов, гадалок, частных детективов. Каждый из них давал мне на короткое время призрачную надежду, а потом забирал последнее, оставляя после себя еще большую пустоту. Глава 8. Смирение. На 10-ю годовщину исчезновения сына я поехала в церковь. Я не была особенно религиозной, но в этот день мне захотелось побыть в тишине, среди мерцающих свечей и строгих ликов святых. Я поставила свечку за упокой души своего мужа и еще одну — за здравие. За чье здравие я и сама не знала. Просто за здравие. Стоя в полумраке храма, я вдруг почувствовала, как многолетнее напряжение, державшее меня все эти годы в тисках, начало отпускать. Это было не облегчение. Это было нечто другое. Глубокое, трагическое и в то же время умиротворяющее осознание. Я поняла, что больше не могу так жить. Не могу каждый день приносить себя в жертву ожиданию, которое меня убивает. Я не перестала верить. Нет. Где-то в самой глубине моей души еще тлел огонек надежды. Но я приняла решение перестать ждать. Принять неопределенность не как поражение, а как данность, как способ выжить. Я поняла, что должна сохранить себя. Не ради себя, а ради памяти о сыне. Ради того светлого и честного мальчика, который не хотел бы видеть свою мать тенью. В тот день, вернувшись из церкви,
Я впервые за 10 лет достала с антресолей коробку с елочными игрушками. Я перебрала старые стеклянные шары, фигурки космонавтов и сказочных зверей, которые мы с Алёшей когда-то вешали на елку. Я не плакала, я просто вспоминала. И впервые за долгие годы эти воспоминания были не мучительными, а светлыми. Я начала понемногу возвращаться к жизни. Снова стала читать книги, которые раньше не могла взять в руки. Записалась в хор ветеранов при местном доме культуры. Мой тихий, но чистый голос красиво вплетался в общее многоголосье. Я по-прежнему ходила в штаб Лизы Алерт, но теперь я несла туда не только свое горе, но и тихую мудрость человека, прошедшего через ад и нашедшего в себе силы жить дальше. Я обрела хрупкое, выстраданное равновесие. Моя боль никуда не ушла. Она просто перестала быть центром моей вселенной. Она стала частью меня самой, как седые волосы или морщины вокруг глаз. Однажды в конце ноября, за месяц до Нового года, я возвращалась домой после репетиции хора. Шел первый снег, крупный, пушистый, беззвучно укрывавший серый город белым покрывалом. На душе у меня было спокойно. Я думала о том, что завтра нужно будет испечь пирог и отнести ребятам в штаб. Я вставила ключ в замочную скважину. Дверь была не заперта. Сердце пропустило удар. Я вошла в прихожую. В воздухе пахло чем-то чужим и смутно знакомым. Из кухни доносился какой-то шорох. На кухонном стуле, том самом, на котором я просидела столько ночей, спиной ко мне сидел мужчина. Высокий, худой, в потрепанной куртке. Он медленно поднял голову и обернулся. Я выронила сумку. Передо мной сидел седой, измученный незнакомец с лицом старика. Но глаза были те же. Серьезные, серо-голубые. Глаза моего мальчика. «Мама», — сказал он хриплым чужим голосом, — «я вернулся». Глава 9. Возвращение. Время остановилось. Воздух в маленькой прихожей стал плотным, вязким, его было трудно вдохнуть. Я стояла не в силах сдвинуться с места и смотрела на человека, сидящего на моей кухне. Мой мозг отказывался верить глазам. 10 лет я проигрывала эту сцену в своем воображении 1000 раз. Как откроется дверь, как войдет Алёша, что я скажу, что сделаю. Но реальность оказалась другой. Не было ни криков, ни слез, ни объятий. Была только оглушающая, абсолютная тишина. Мужчина медленно поднялся. Он был на голову выше меня, но так сильно сутулился, что казался меньше. 32-летний старик. Глубокие морщины избороздили его лоб. В темных, когда-то густых волосах белела седина. Но глаза... Когда наши взгляды встретились, я увидела в них все: боль, страх, вину и бесконечную, отчаянную тоску по дому. Алёша. Это был не крик, а едва слышный шепот, выдох. И тогда плотина прорвалась. Я сделала шаг, потом другой, и в следующее мгновение уже обнимала его, вцепившись в его худые костлявые плечи так, будто боялась, что он снова исчезнет, растворится, окажется миражом. Я зарыдала. Впервые за много лет. Это были не тихие, горькие слезы, к которым я привыкла. Это был вой, вырывающийся из самой глубины моей истерзанной души, плач по 10 украденным годам, по несбывшимся надеждам, по сединам в волосах моего мальчика.
а он просто стоял, обнимая меня в ответ, и молча гладил меня по волосам, и по его небритым щекам тоже текли слезы. Мы просидели на кухне всю ночь. Он рассказывал, а я слушала, боясь пропустить хоть слово, хоть вздох. Его история была страшнее всех моих предположений. В тот вечер, забрав флешку с доказательствами, он действительно собирался идти в прокуратуру. Но его уже ждали. Его схватили, затащили в машину, надели на голову мешок. Его привезли в загородный коттедж, где его встретил тот самый Круглов. Он не угрожал, он объяснял. Спокойно, почти дружелюбно. Он сказал, что убивать такого ценного кадра нерационально. Поэтому ему предлагался выбор. Либо он бесследно исчезает навсегда, и я никогда не найду даже его могилы, либо он будет работать на них. Вдали от дома, без связи с прошлым. «Будешь нашим личным проектировщиком», — сказал тогда Круглов, улыбаясь. «Зарплата хорошая, условия почти курортные, настоящая золотая клетка. И мой Алёша сломался. Не из-за страха за свою жизнь, из-за угрозы мне. Он понял, что эти люди не шутят. И он согласился. Следующие 10 лет он провел в аду. Его перевезли на Урал, в закрытый поселок, построенный посреди тайги. Там, под круглосуточным наблюдением, он проектировал для империи Корчагина подпольные заводы, схемы логистики, левые объекты. Он был их рабом. У него была своя комната, хорошая еда, доступ к книгам. Но у него не было свободы, не было имени, не было будущего. И каждый прожитый день был пыткой, потому что он знал, что в 1000 километров отсюда его ждет и ищет мама. Эта мысль не давала ему покоя и одновременно давала силы жить. Освобождение пришло так же внезапно, как и похищение. Однажды ночью в их поселок ворвался спецназ ФСБ. Как потом выяснилось, силовики давно вели разработку всей преступной сети Корчагина. Его империя разрослась до таких масштабов, что стала угрожать уже и большим людям в Москве. Расследование Игоря Семенова, оказывается, не пропало даром. Оно стало тем первым камешком, который 10 лет спустя вызвал лавину. Алексей стал ключевым свидетелем. Вся верхушка компании, включая Корчагина и Круглова, оказалась за решеткой. Ему, как добровольно сотрудничавшему со следствием, предложили войти в программу защиты свидетелей. «Я отказался», — сказал Алексей, глядя на меня. «Я сказал, что мне не нужны новые документы и новая жизнь. Я просто хочу домой. К тебе». Глава 10. Новая жизнь. Первым, кому я позвонила на следующий день, был Игорь Семенов. Услышав мой голос, он приготовился к привычному разговору сочувствию. «Игорь, приезжайте. У меня для вас новость». Когда он вошел в квартиру и увидел рядом со мной взрослого мужчину, в котором с трудом угадывались черты пропавшего студента, он на мгновение потерял дар речи. Журналист-циник, повидавший в своей жизни все, он стоял и просто молчал, не веря своим глазам. А потом на его лице появилась широкая, искренняя улыбка. Дело всей его жизни было закончено. И закончилось оно не так, как он ожидал. Оно закончилось чудом. Жизнь после возвращения не была простой. Алексею пришлось заново учиться жить в мире, который ушел далеко вперед. Но он был не один. Рядом была я. Рядом был Игорь, ставший почти членом семьи. И рядом были ребята из Лизы Алерт. Когда история его возвращения стала известна,
В штаб приехали журналисты с федеральных каналов. Но Алексей отказался от всех интервью. Он пришел только к волонтерам. В том самом полуподвале, где 10 лет назад начался его поиск, он просто сказал: «Спасибо. Вы не дали моей маме сойти с ума. Вы спасли нас обоих». Он восстановился в университете и закончил его с отличием. Его уникальный и трагический опыт оказался востребованным. Его пригласили работать экспертом в государственные структуры, занимающиеся контролем в сфере строительства. Теперь он боролся с такими, как Корчагин, на системном уровне. Но главное исцеление он нашел в другом. В штабе Лизы Алерт он познакомился с Ольгой, той самой женщиной-координатором с короткой стрижкой и пронзительными глазами, которая когда-то первой приняла заявку от меня. За годы поисков мы с ней стали самыми близкими подругами. Ольга, как никто другой, понимала его боль и его травму. Она ничего не расспрашивала, она просто была рядом. Через 2 года они поженились. У них родилась дочь. Светловолосая девочка с серьезными серо-голубыми глазами. Не сговариваясь, они решили назвать ее Надеждой. Рассказ мой заканчивается сценой на той самой маленькой кухне, которая видела столько горя. За столом сидит вся моя семья. Я, уже не сломленная горем старуха, а счастливая, пусть и седая, бабушка. Алексей, в глазах которого все еще иногда проскальзывает тень прошлого, но теперь ее перекрывает свет любви. Ольга, его надежная опора. И маленькая Надя, которая смеется на коленях у деда Игоря, так она теперь называет старого журналиста. «Знаете, — говорю я, глядя на свою семью, — все эти 10 лет я думала, что живу в аду. Но теперь я понимаю, это было не ожидание конца. Это была долгая, очень долгая дорога домой. Для нас обоих».